наверное, молчать нельзя. Больше молчать нельзя. И то, что сейчас происходит, это вынуждает меня сейчас обратиться ко всему народу Кыргызстана. Идет массовое гонение на соратников Алмазбека Шаршеновича. Идет гонение на членов моей семьи, на наших детей, на самых близких родственников. Уже зверски был избит старший сын Алмазбека Шаршеновича, Сейитбек Атамбаев. Сейчас его таскают каждый день в СНБ на допросы. Каждый день. Он в гипсе и на костылях. Поймите его состояние. 2 уголовных дела уже открыты на близкого племянника нашей семьи, Алмазбека Шаршеновича. Был обыск в доме нашего куда? Это тестя старшего сына. Просто в грубой форме 10 милиционеров ворвались в дом, перевернули вверх весь дом просто его. Понимаете, не предъявляя никаких на то оснований, без ничего, без документов. Просто ворвались, сломали все, перевернули вверх. Что они искали, вы можете догадываться сами. Сейчас хочу сказать о своей семье, что опечатан наше жилье в госрезиденции Аларча. Мы не имеем туда доступ, я не могу забрать свои вещи, которые одевала, и так далее, то, что принадлежит нам. Но я хочу отметить, что этот дом в резиденции Аларча был построен на наши средства. Он был оснащен полностью на наши госсредства, на наши средства личные, минуя государственные. И несмотря на это, они сейчас вот это делают. Я хочу сказать также, что арестован на счет, который существовал с 2002 года, еще с Акаевского времени. Сейчас там мизер остался. Мы все это время жили на это. И сейчас я намеревалась жить на это. Но он арестован. Еще раз обращаю внимание, с 2002 года, чтобы не было никаких недоразумений. Не мудрено, и я, наверное, уже могу сказать, что будет и опечатан дом, в котором сейчас я нахожусь с семьей. Это дом в Койташе, и, возможно, и он будет опечатан. И просто я с семьей тогда оказываюсь на улице. Я подчеркиваю, на нашей семье больше нет ни одной единицы жилья. Была единственная квартира сына Кадырбека, которую мы продали этой весной. Ни одной единицы жилья нет. Я хочу обратиться вот с помощью вас, журналистов, к главе государства, главе нашей страны. 22 года он ходил рядом с нами, рядом с Алмаз Шаршеновичем, неоднократно и сам, и с семьей был у нас дома, говорил теплые слова, говорил о преданности и дружбе. Но я понимаю, что это теперь все растоптано. Все наше человеческое отношение к нему, все его заверения в дружбе, вся его речь на инаугурации о преданности, о дружбе и о продолжении дел хороших, что начато было Алмазбек Шаршеновичем. Вы поймите, это все уже, видимо, остается в прошлом. Также я ему хотела бы сказать, то, что он сейчас творит, сейчас с нашей семьей, с народом нашим, со своими бывшими соратниками, это уже бывшие соратники, с теми, с кем он ходил рядом. Пусть он задумается, как он вообще будет выглядеть в глазах своего народа, в глазах современников нынешних и, самое главное, в глазах будущего поколения Кыргызстана. Ведь мы прекрасно знаем, что правители прошлого никогда не преследовали жен своих противников, не преследовали их детей, их семьи, потому что это было ниже их достоинства. У нас в стране это все наоборот. И я еще хотела бы сказать, вообще не окажется ли вот такая ситуация выгодна для его репутации? Выгодно ли для его репутации как главы государства то, что сейчас он творит? Выгодно ли она сейчас вот для народа Кыргызстана и для всего мирового сообщества? И самое главное,
в исторической перспективе. Каким правителем он собирается остаться для будущих поколений. Это все решать ему самому. Сейчас только я узнала, что в деле Арабаева уже на меня открываются уголовные дела сегодняшнего дня. Я единственное хочу сказать, что я никогда не вмешивалась в дела судей. Я знала, что политика – это грязное дело, и никогда старалась не вмешиваться в это. И поэтому то, что сейчас творится, то, что сейчас открываются уголовные дела, я даже не знаю, где какой суд находится, и я не знаю ни одного судью. Поэтому желаемое властями просто выдается за действительное. Бердюмадан. Благодарю за внимание. Всего Гласность вообще-то здесь нарушена полностью. Да. Кадыр Сабир, здравствуйте. Зайчка, здравствуйте. Я вас не дошла. Я думала, вы дома, а вы прям боевая единица. Доброе утро. Все хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Еще держимся. Так, и что будем делать? Как мы? Я еще раз говорю, что в данном случае депутатов это точно они должны пропустить, а открытое судебное заседание по существу не состоялось. Принцип гласности, который был оглашен в Уголовно-процессуальном кодексе, ну и Конституция об этом же говорит, что все должно быть открыто. Но, к сожалению, этого сейчас не состоится. И мне сегодня только утром по существу сообщили, что будет выездное судебное заседание. Почему оно принято в этом случае, я не могу сказать. А это есть признание того, что власть поступила в рамках беззакония? Вот К это как бы не сожалению, подтверждает, как что раз боятся таки, открытости. если гласность не соблюдается, то это нарушение. И это незаконно. То есть и косвенно они подтверждают, что они все это поступали беззаконно. Ну и не в правовом поле, раз они боятся мы об открытости. этом вот сейчас будем говорить. И жалоба была подана в связи с тем, что само по себе задержание, арест экс-президента были проведены с нарушениями закона. Ну, собственно говоря, это знают не только юристы. Это уже мировое сообщество все видит, Все наблюдает. видят, и граждане Кыргызской республики, каким образом поступили с президентом, который передал в соответствии с законом свои полномочия другому президенту. И с ним поступили как с террористом, хотя он таковым не является. И сейчас предъявлено настолько много, я прямо скажу, обвинений, потому что привыкли мы именно к этому слову, хотя оно заменено сейчас в кодексе на подозрение, но это фактически одно и то же. То есть 14 уведомлений, которые были уже вручены, они не содержат каких-либо оснований для того, чтобы они были вообще составлены. Ну, и там очень много. А вот по сегодняшнему дню, что суд также здесь в ночь с 8 на 9 августа избрал меру пресечения, причем нарушив при этом много статей Уголовно-процессуального кодекса. Ну и в частности то, что это должно было состояться открыто и не ночью. Почему ночью проведен суд? Дело в том, что и суд не рассматривал задержание как такового, ареста экс-президента. Он рассматривал лишь просьбу избрать меру пресечения. То есть Алмазбек Шашенович во мгновение, буквально во мгновение превратился из свидетеля, о котором говорили все правоохранительные органы, что ему нужно прибыть в органы МВД для допроса свидетелей. Во мгновение превратился сразу в подозреваемого, то есть обвиняемого. И ему была избрана мера пресечения. Там много норм, я не буду сейчас перечислять, которые должны быть соблюдены. То есть порядок проведения судебного разбирательства, каким образом это проходит, открыто, гласно и так далее. И в итоге итог был, собственно говоря, известен до 26 августа, мера пресечения, заключения под стражу. Хотя и по Уголовно-процессуальному кодексу, не только по Конституции и закону о гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента, но и по Уголовно-процессуальному кодексу задержание экс-президента по подозрению невозможно. Именно задержание президента, который окончил свои полномочия. Однозначно, тут... Сергей Николаевич, вы сейчас что будете добиваться? Чтобы... Ну, естественно, мы будем добиваться, чтобы Алмаза Шашеновича освободили.
Я не говорю о изменении меры пресечения, потому что ни с одним обвинением нельзя согласиться. Именно освободили, то есть отменили то незаконное постановление суда и освободили. Но, к сожалению, у меня предчувствия не такое. Потому что если выездное судебное заседание, и опять же в стенах ГКНБ, за забором, за КПП и так далее, это означает, что решение будет однозначным. Какое решение, пока даже неизвестно. Пока что мы приехали сюда, чтобы увидеться и со сторонниками отца. И, конечно, надеялись, как вы знаете, в последний момент сменили точку, где будет избрана мера пресечения, насколько я понял. Сначала это был городской суд, потом в последнюю минуту это стало здание ГКНБ. То есть все это так странно на самом деле. Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, с тем, что если бы эта мера пресечения избиралась в здании горсуда, то все-таки там были бы некоторые элементы гласности. Люди бы смогли присутствовать и, по крайней мере, лицезреть весь беспредел. Сейчас же беспредел, он будет проходить в 4 стенах, куда ни мы, возможно, и журналисты не будут иметь никакого доступа.